На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшипшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью моряков-подводников на глубоководном научно-исследовательском аппарате. В Абхазии с прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате этой катастрофы, отметил в частности в своем соболезновании глава государства. 1 июля в территориальных водах России на подводном научно-исследовательском аппарате, с помощью которого моряки-подводники исследовали рельеф дна, вспыхнул пожар, в результате чего погибли 14 моряков. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросам доступности и качества лекарственных препаратов, а также реализации целевых государственных программ по обеспечению медикаментами учреждений и фондов Абхазии. В частности, обеспечение жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами специализированных медицинских учреждений, льготных категорий граждан, вопросы закупки медикаментов и финансирования расходов на приобретение препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Абхазии. Участники встречи также обсудили возможность расширения географии отпуска лекарственных средств льготникам. Кроме того, была затронута тема ценообразования на частных рынках медикаментов. Как отметил Валерий Бганба, для упорядочения этого вопроса Министерству по налогам и сборам совместно с УБЭП необходимо регулярно проводить контрольные мероприятия. В рамках имеющихся полномочий мы должны защитить население от необоснованного роста цен на лекарства. Учреждениям системы здравоохранения нужно серьезно подойти к выбору поставщиков лекарств. При осуществлении закупок препаратов у оптовых фармацевтических компаний следует ориентироваться на оптимальные показатели цен, соблюдать соотношение цена-качество, подчеркнул глава правительства. По итогам встречи Валерий Бганба поручил соответствующим государственным органам обеспечить безусловное выполнение комплекса мероприятий по улучшению ситуации с лекарственным обеспечением льготников и граждан, проходящих лечение в стационарных отделениях. А руководителям Минздрава и Минфина поручено до конца текущей недели представить график погашения имеющихся задолженностей. 3 июля Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрированы еще 3 инициативные группы по выдвижению Шамиля Адзенба, Артура Анкваб и Олега Аршба кандидатами в президенты Абхазии. Напомним, что в ЦИКе ранее были зарегистрированы 3 политические партии и 4 инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты: Астамура Какали, Астамура Тарба, Астамура Отурба и Алмаса Джапуа. Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия началась 26 июня и продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. Вышла в свет первая спортивная энциклопедия. До сегодняшнего дня в нашей стране не было книги или издания, в котором была бы отражена информация о самых заметных деятелей спорта и спортсменах, добившихся выдающихся результатов. И вот энциклопедия под названием «Спортивная слава Абхазии» презентована в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. На мероприятии присутствовал президент Рауль Хаджимба. Подробности в репортаже Саида Джарсаля. «Спортивная слава Абхазии» – так называется презентованная книга, а вернее энциклопедическая летопись о развитии физической культуры и спорта в республике. В объемное иллюстрированное издание в 400 страниц вошли биографии деятелей спорта, в числе которых чемпионы и призеры Советского Союза, России, Европы, мира и Олимпийских игр, обладатели Кубков земного шара и континента. Книга – это возможность представить историю спортивного развития Абхазии, восстановить имена прославленных спортсменов и тренеров, лучших руководителей и организаторов спортивного движения республики. История абхазского спорта имеет огромные и большие традиции. Я думаю, эта книга, она будет и в библиотеках, и в школах, чтобы дети наши могли учиться, смотреть, какие у них достойные люди были, которые начинали и на высочайшей планке уровне держали абхазский спорт. Большую поддержку и помощь в поиске материалов для книги оказал Госкомитет по физической культуре и спорту Абхазии. Многие годы, многие десятилетия
Мы на самом деле ждали этого дня. На самом деле этот день настал. По крупицам, по частичкам собранные материалы для издания, выпуска такой прекрасной книги. Но этой книги не было бы, если не вы все, которые присутствуют в этом зале, чья заслуга и в издании этой книги, и в целом всего нашего спорта Абхазии. Автор книги – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер и гражданин Абхазии Александр Банников. Для него было большой честью принимать участие в создании первой спортивной энциклопедии Абхазии. На сбор ценных материалов, вошедших в книгу, у Александра Банникова ушло более 3 лет. Все это дело через свое сердце пропускал, и я сегодня с радостью смотрю на вас, радуюсь тому, что ваши имена восстановлены в истории Республики Абхазия. После войны, конечно, было огромное разрушение, огромные пожары, все пропало. Было очень трудно восстановить. Но с помощью всех тренеров, спортсменов, руководителей спорта мы создали эту книгу. Считал для себя необходимым собрать практически все материалы, чтобы никого не упустить из тех людей, кто прославлял и прославляет сегодня Абхазию на международном уровне. Первый экземпляр первой спортивной энциклопедии страны вручили президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. В завершении презентации участникам встречи был показан документальный фильм о достижениях абхазских спортсменов в последние годы. Саид Джарсаля, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете завершается прием документов от поступающих в вуз абитуриентов. Что касается вступительных экзаменов, то их планируют начать 8 июля и завершить 21 числа. Как проходит прием документов и какие новые направления в этом году предлагает главное высшее учебное заведение страны, узнавала Гугут Саварданя. Сейчас в Абхазском государственном университете самая ответственная пора. Осуществляется прием документов от абитуриентов на поступление в главный вуз страны по различным специальностям и направлениям подготовки. Ежегодно сотни абитуриентов с волнением ждут день, когда впервые переступят порог университета. Каждый из ребят, сдающий сегодня документы на поступление, уже определился с выбором профессии. Победительница Олимпиады «Путь к вершинам», выпускница Дранской школы Милана Джинджолия, узнав об открывшемся в этом году новом направлении на филологическом факультете теории перевода и межкультурной коммуникации, не задумываясь, сделала свой выбор. Я очень долго мечтала поступить на этот факультет, и в этом году объявили, что в филологическом факультете будет новая специальность теория перевода и межкультурная коммуникация. И мне очень понравился этот факультет, так как очень интересно изучается 3 языка: английский, абхазский и русский, очень углубленно. В этом году прием документов в Абхазский государственный университет осуществляется по 28 направлениям подготовки и охватывает широкий спектр педагогических, агроинженерных и экономических специальностей. 2 года назад на агроинженерном факультете было открыто новое направление – защита растений, так как в республике очень нужны специалисты, владеющие знаниями в вопросах обработки сельскохозяйственных культур и эффективных методов борьбы с различными сельхозвредителями. Все более популярным у абитуриентов становится и отделение искусств, на котором обучают даже актерскому мастерству. В этом году чуть раньше мы начинаем приемные экзамены. И, как вы знаете, пока не у всех абитуриентов аттестаты на руках, поэтому чуть задерживаются. Но, тем не менее, уже на наше отделение подали на сегодняшний день 14 человек заявку. Так мы проводили в этом году еще Олимпиаду впервые. Призеры Олимпиады 3 человека были приняты, и еще 3 человека дополнительно на бюджетное место. Документы на поступление в высшее учебное заведение принимают с 10 утра до 4 часов вечера без перерыва. На нашем факультете одно направление – это история и специальность международные отношения. На сегодняшний вообще, в общем, в целом надо сказать то, что я приняла, получается, по направлению история, это то есть 10 человек, и по специальности международные отношения 7 человек. На сегодня 2 международника было у меня и, получается, 2 историка.
Мы всегда рады видеть абитуриентов и рады помочь им. По словам сотрудников АГУ, для эффективной подготовки кадров в различных областях и будущем трудоустройстве выпускников различные ведомства и университет должны тесно взаимодействовать. Так, впервые в этом году в Абхазский государственный университет с просьбой по подготовке кадров обратились представители Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору. Этот проект сейчас находится на обсуждении. Всего в этом году по госзаказу выделено 312 бюджетных мест, а на платной основе 480. Несмотря на то, что в АГУ ежегодно увеличивается количество направлений и качество образования, многие абитуриенты предпочитают учиться за границей. Недавно была завершена приемная кампания для поступающих в вузы Российской Федерации. Среди молодых людей пользуются популярностью такие распространенные специальности, как юрист и экономист. К сожалению, на сегодняшний момент большей популярностью пользуются гуманитарные специальности, такие как юриспруденция, в том числе специальности такие как экономика. То есть, если на инженерные специальности у нас крупных конкурсов нет, то на эти направления, конечно, всегда большая востребованность. Но мы не запрашиваем дополнительные квоты по таким направлениям, так как наш Абхазский государственный университет готовит этих специалистов. Поэтому, если уж абитуриенты решили поступать на эти направления, они это делают самостоятельно. Приемная комиссия АГУ доводит до сведения абитуриентов, что до окончания срока подачи документов на поступление в Абхазский государственный университет осталось всего 2 дня. Гугут Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Абхазии появился собственный национальный туристический портал «Абхазия Travel», благодаря которому любой желающий может получить исчерпывающую информацию о нашей стране, узнать обо всех направлениях туристической индустрии и об услугах, которые туристы могут здесь получить. Обо всем подробно в репортаже Сарии Кварцхеле. В современном мире, пользуясь интернет-ресурсом, довольно просто получить любую информацию. Однако она не всегда может соответствовать действительности. К примеру, ситуация с обманутыми туристами, которые приобрели путевки на мошеннических сайтах. Поэтому появление государственного национального портала «Абхазия Travel» имеет большое значение как в сфере предоставления услуг, так и в продвижении туристического продукта Абхазии. Теперь в сети интернет любой желающий может увидеть проверенную и официальную информацию о том, где и как можно отдохнуть в Абхазии, как сюда добраться наиболее удобным способом, где побывать и что посмотреть. Помимо текстов на сайте размещены видеоролики и красочные фотографии. Кроме того, здесь можно ознакомиться со всеми экскурсионными маршрутами, которых в нашей стране немало. А любители гастрономических приключений могут получить на сайте подробную информацию о самых популярных кафе и изысканных ресторанах. Специалисты Министерства по курортам и туризму постоянно ведут работу над усовершенствованием портала «Абхазия Travel». С развитием туриндустрии информация на сайте также корректируется и дополняется. Исключается в первую очередь момент мошеннических сайтов. И мы этот сайт позиционируем также в Российской Федерации через Ростуризм и другие агентства, которые занимаются поставкой, иначе говоря, туристов в Абхазию, как сайт, который будет информировать туристов обо всей информации первостепенной, которая им будет нужна на территории Абхазии. Интернет-портал был запущен Министерством по курортам и туризму полгода назад. И уже можно с уверенностью сказать, что он набирает обороты и пользуется спросом. В день сайт посещают около 500 человек. На нашем туристическом портале будет такая функция, как отзывы туристов. Тот или иной турист, который посетит объект, воспользовавшись нашим порталом, может будет оставить отзыв, как его приняли на объекте, как ему предоставили качественную услугу, что, как говорится на профессиональном сленге, называется обратная связь. Туристы из Саратова, которые впервые приехали в нашу страну, приняли решение отдохнуть в Абхазии после того, как ознакомились с информацией, размещенной на Абхазия Travel. Мы делали запрос на портале Яндекс и увидели сайт Travel. Было очень много информации, полезной для любого туриста, нужной. И детально рассказано, где можно остановиться,
как можно вкусно покушать, какие экскурсии посетить, какие цены в номерах в гостинице. Национальный портал Abkhazia Travel создавался опытными разработчиками, которые постарались сделать его красочным и удобным для пользователей. Изначально перед нами стала задача редизайна сайта Abkhazia Travel. И мы разработали уникальный дизайн с нашей командой, интегрировали его в систему 1С Bittrex, наполнили информацией, которую нам предоставило Министерство по курортам и туризму. И еще одна немаловажная деталь. На сайте размещен номер горячей линии, по которому любой может бесплатно получить необходимую информацию с 9 до 18:00. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью туман, днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 24-29, температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.